Мы в гостях у уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия Гурьеве Сардана Михайловна. Сардана Михайловна, вообще институт уполномоченного по правам человека — это что такое? Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия является государственным органом, который является по своей сути правозащитным институтом, который работает на восстановление нарушенных прав, ведет работу по правовому просвещению населения, имеет право вносить предложения по изменению законодательства именно по результатам обращений граждан в адрес уполномоченного по правам человека в республике, ну и также относится в пределах компетенции международного сотрудничества. Уполномоченный по правам человека в республике — это, по сути дела, защитник сегодня прав граждан. И в своей деятельности мы помогаем, содействуем органам власти оперативно принимать те решения, которые необходимы для восстановления нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в республике поступила коллективная жалоба от жильцов города Якутска по улице Очеченко, 28. Создалась угроза обрушения дома. Действительно, дом в свое время был признан аварийным. Мы совместно, помогая органам местного самоуправления, начали осуществлять мониторинг и контроль. С жильцами договорились встречаться на моем уровне в неделю не менее 2 раз для того, чтобы заслушать, какие меры принимаются со стороны КЧС, были ли эти приняты меры. Да, мы увидели, что меры были. То есть мы должны были это, в общем-то, факты подтвердить. И увидели, что действительно ухудшение это происходит. Прорабатывали различные варианты с Департаментом жилищных отношений. При помощи прокуратуры города Якутска, при помощи управления строительного надзора добилась результата. На сегодня жильцы расселены, все, кто желал, и в доме там старом никто не остался. То есть угрозы жизни и здоровью сегодня граждан отсутствуют. Вот это наша самая главная работа. Когда мы говорим, что мы действуем согласованно, совместно. Похожая ситуация была и в Мацегаухе. Я занималась вопросами защиты прав семьи Захаровых. И гражданка обращалась с мая месяца. И уже наступали холода, и она поэтому в этой связи, поскольку беспокоилась о своих детях, она многодетная мама, обратилась в сентябре в мой адрес. И результат 3 детей, значит, несовершеннолетних, да, значит, маленькой дочери вот недавно исполнилось 1 год. Вот, и семья переехала в маневренный жилищный фонд. Я в этой семье была неоднократно, то есть поступила мой адрес жалобы, я в рамках мониторинга уже отслеживала с точки зрения контроля, каким образом органы местного самоуправления. И мы совместно и с главой поселения встречались неоднократно. Был предложен вариант Соколиная 7, где мы побывали и увидели нормальные, пригодные для проживания условия. Семья заключила в настоящее время договор на 6 месяцев и претендует также на переселение по программе сноса из ветхого аварийного жилья. Но я интересуюсь, такая же ситуация, аналогичная получилась с погорельцами. Вот недавно сгорел дом Семена Данилова 5/2. В данном случае мои действия как уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия были подчинены, во-первых, тому, что все-таки наибыстрым образом постараться нам всем вместе помочь жильцам. И исходя из этого посыла, фактически мной была оказана, если хотите, помощь органу местного самоуправления. В данном случае, значит, жильцы инициировали участие главы городского округа. Я действительно обратилась с письменным обращением в адрес главы городского округа. И также для того, чтобы мы не могли терять время,
Ведь значит, общее собрание данное состоялось на территории строительного округа, то есть самой управе. И поскольку актовый был зал занят, и мы с вами видели, что в актовом зале было огромное количество тех вещей, разного рода, значит, моющих средств, которые принесли замечательные наши жители города Якутска. И действительно, я присоединяюсь к этим словам, что это действительно такое большое благородное дело, которое делает каждый без пиара. Конечно, вот тот кабинет, который нам выделили для встречи, он был совершенно недостаточен. А ведь мы там пригласили ВД по Республике Саха-Якутия, Управление Федеральной налоговой службы, Пенсионный фонд, и, значит, Управление ЗАГС, Министерство труда и социального развития республики. Все структуры слаженно отработали, значит, все представители приняли 100% участие, и любой вопрос, который задавали жильцы, он не остался без ответа. И вот это очень важный момент. То есть на сегодня жильцы своевременно получают ту информацию, которая им необходима. По компетенции сейчас Департамент жилищных отношений Управа строительного округа отрабатывает, а я с точки зрения, так скажем, того, чтобы жалоба остается на моем контроле, продолжаю отслеживать, чтобы был все-таки положительный результат по существу обращений граждан в мой адрес. По трудовому соглашению законодательство обратился еще коллектив ИФАНа. Вот здесь как дела? Жалобы на нарушение трудовых прав занимает второе место в числе от жалоб всего, которые поступили в адрес уполномоченного по правам человека в республике. По трудовому законодательству, конечно, здесь прежде всего речь идет об ответственности работодателей. Поэтому власть приняла закон, называемый Трудовой кодекс Российской Федерации. И, кстати говоря, положение Трудового кодекса, их соблюдение на сегодня осуществляется, как верно замечено, органами прокуратуры Якутии, это и Государственная инспекция труда. Конечно, коллективная жалоба от врачей в народе называемой больницы ЕФАН, это Якутского научного центра комплекса медицинских КМП, значит, незамедлительно было инициировано обращение в адрес прокуратуры города Якутска. И на сегодня прокуратура города Якутска уже установила 2 факта нарушения прав сотрудников. Это прежде всего высокопрофессиональных врачей данной больницы, которые, многие из них, более 40 лет посвятили служению народу. Выявлены такие нарушения, как невыплата, неполная выплата заработной платы в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации. И, к сожалению, та структура, которая сегодня меняется работодателем, она не соответствует тоже федеральному законодательству, вследствие чего, допустим, преобразование в понятие клиника с больницы на клинику может за собой повлечь как нарушение трудовых прав, так и пенсионных прав работников. Поэтому по зарплате на сегодня есть документ уже от прокуратуры города Якутска, находится в судебных органах. А по второму вопросу, по структуре, значит, ЯНЦ-КМП принесен протест. А мы, как знаем, акты прокурорского реагирования подлежат обязательному рассмотрению всеми должностными лицами. Поэтому мы наблюдаем за развитием событий. Конечно, для того, чтобы не было дальнейших нарушений прав граждан, работающих в этой больнице, данный вопрос продолжает оставаться на моем контроле, как уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. В любой жалобе, в первую очередь, мы обращаем внимание на то, что какие права нарушены. И, безусловно, рассматривая каждую жалобу, мы все-таки анализируем и устанавливаем причины, условия, которые привели к нарушению тех или иных конституционных прав граждан. А в данном случае речь идет о неправомерных действиях работодателя ЯНЦ-КМП, которые установлены по моему обращению прокуратуры города Якутска. Это достаточно существенные, серьезные нарушения. И я полагаю, что прокуратура города Якутска
этот вопрос тоже также держит на самом серьезном контроле. Хотелось бы узнать, какой совет вы дадите нашим жителям? Я полагаю, что население Республики Саха-Якутия слышит призыв президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что самое главное – это права человека. То есть это сегодня задача для всех органов власти, всех уровней, и федеральных территориальных структур, и республиканских органов власти, и органов местного самоуправления. Поэтому, конечно, такая задача, которая поставлена на самом высоком уровне, сегодня дает большие силы нашему гражданскому обществу и каждому гражданину. Поэтому чем больше будет обращений, чем будет больше открытости в действиях органов власти, независимо от уровня, не только исполнительные, тем будет лучше для всех нас. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни. Необходимо всегда помнить, что ребенок такой же человек, как и взрослый. Он также заслуживает внимания, уважения и позитивного отношения к себе. Нужно всегда интересоваться его мнением и обязательно учитывать его. Каждый человек должен быть уверенным в себе, чувствовать, что он нужен и что его кто-то любит. И вашего ребенка это должно касаться в первую очередь. Родители, помните, что во всех возникающих у вас проблемах виноваты вы сами. Ребенок не виноват в том, что он появился на свет и тем самым создал вам трудности, не оправдал ваших ожиданий и желаний. За противоправные действия в отношении несовершеннолетних для родителей и лиц, их заменяющих, предусмотрены административная и уголовная ответственность. Городская газета «Эхо столицы». Справочник на все случаи жизни. Читайте актуальные новости из разных сфер жизни в печатном формате и на сайте echo-egt.ru. «Эхо столицы». По-настоящему народная газета. Совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Прямые эфиры в интернете «Сокруг ТВ» – это доступность, оперативность и актуальность. Большая аудитория зрителей, компьютерная графика, онлайн с нескольких камер. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753-111. Цифровизация вашего бизнеса, квалифицированная электронная подпись, все виды бухгалтерского учета, кассовая техника – все это на гарантии универсального программного сервисного центра компании «России». Город Якутск, улица Ленина 4/2, офис 402, телефоны 42 11 44, 42 11 33.